Асад Касанович, обычно люди, когда сидят за столом, говорят и желают друг другу: живите 100 лет. Можно сказать, мы прожили уже 100 лет. Да, спасибо. Расскажите, пожалуйста, о своей жизни. Родился я в 1921 году в Азербайджанской республике в семье зажиточных крестьян. В 1933 году, когда велась борьба с так называемым кулачеством, уничтожали умелых крестьян, и в эту беду попала и наша семья. И мы были, практически все имущество отобрали, в одних узелках в руках, полураздетые, целыми месяцами везли в товарных вагонах, полуживых, по дороге вроде умирали, старики, дети. Ну, привезли Акмолинскую область, это страшный край. 1933 год. Асаду исполнилось 9 лет, когда по приказу Сталина началась массовая принудительная высылка азербайджанцев из родных мест. Сначала около 10 тысяч семей, считавшихся зажиточными, вывезли из Азербайджана. Репатриация не обошла и Гасановых. Детская память сохранила воспоминания о товарниках, до отказа забитых стариками и детьми. От холода и голода умирали целые семьи. Выживших высадили в голой степи под казахским Акмолинском. Почти месяц их везли до станции Шортанды, которая находилась недалеко от Акмалы. Слабые люди, старики не выдерживали, погибали, вспоминает Асад Гасанов. От станции еще километров 5-6 ехали на телегах. Первые азербайджанцы вообще появились в Кыргызстане в 1929 году. Это вот семья Рафибековых, Шехлинских, Нуриевых. Вот они были первые азербайджанцы, которые были созданы в 1929 году. Ибрагимовых. Вот они осваивали земли, вот этот Чингиджир, Чинги-Пахта, Мис. Так что мы здесь... В самом Бишкеке. Да, ну, Бишкек. Всех, даже какой там Бишкек, даже надо сравнивать по-другому. Вы представляете, когда уже выселяли азербайджанцы, нас не подселяли куда-нибудь, а подальше от населенных пунктов, где чтобы не было никакой соприкосновения, общения. Мы так нас держали. Вот в Карабалте был только поселок отдельно тоже. Здесь тоже назывался только поселок, тоже был как бы отдельно. Везде так. Но мы осваивали эти земли. И вот в конце концов
здесь наши потомки остались, живут и живут, по-моему, достойно. И у нас практически миграции нету. В мае 1934 года оставшихся в живых снова погрузили в товарные вагоны для скота и отправили в Казахстан и в Киргизию, где в то время осваивалось выращивание свеклы и конопли, что требовало большого количества рабочих рук. Семья Гасановых сначала обосновалась в Карабалте, а затем в совхозе «Трудовик» Фрунзенской области. Вместе с другими репатриированными немцами, калмыками, а также балкарцами, карачаевцами и другими представителями кавказских народов азербайджанские семьи от зари до зари трудились на свекловичных полях и конопляных плантациях. Это бараки и эта улица, вот 10 бараков. Это был первое начало возникновения этого села, этого хозяйства селекционной станции. Это бараки были построены в 29-30-х годах. За ним уже были камыши, непроходимые болота. Вот переселенцев привезли сюда, заселяли в это бараки. По одной комнате, по два, даже были семьи, по 3 семьи. А если здесь не помещались в бараках, делали вот там дальше немножко, есть там такой вот местность, холм. Там они рыли пещеры, землянки и помещались там, жили. Вот в таких условиях эти люди в нечеловеческих условиях работали, осваивали, вот, корчевали, осваивали вот этот камыши и начали сеять сахарную свеклу и получать большие урожаи. Сейчас, конечно, барак уже немножко переделанный, появилась уже такая крыша, шифер, там черепица. Это были покрыты камышом и глиной. Текло, они жили в очень тяжелейших условиях. Болели, умирали, никакое лечение, ничего не было. Просто вот одни бараки и все. И получали за свой трудодень кусок ржаного хлеба и чай, все еда. Ветеран признается, что до сих пор не понимает, чем было вызвано масштабное переселение кавказских народов, хотя он много работал в архивах, когда писал книгу «Азербайджанцы в Кыргызстане». Семья Гасановых до 1956 года жила в Сукулуке на правах сосланной. Они не имели права уехать от места поселения дальше, чем на 10 километров, не имели связи с исторической родиной. Я помню, вот мой отца старший брат, он был ашугом, Ашек Шайтялям. Он приехал в 30-е годы, в 35-м году в Карабалта, где мы все там жили. И он привез с собой САС, играл, собрались все азербайджанцы, которые на протяжении 5 лет не слышали никакой азербайджанской музыки, вообще радио не слышали, не читали ничего. Это находились в вакууме. И когда они попросили, он собрали, все сели, все, огромная толпа на земле, и он пел им, они плакали, просто как рыдали, что. Наш герой всегда посещает могилы своих родителей и членов семьи, похороненных на деревенском кладбище. Benim atam, benim anam, benim bacım, bizim yeznələr, bunlar hamısı buradadır. Hamısı basılı bir yerde. Bu ağaçların yanında hamısı bizim evimizde, beraber bir dünya.
1947 году бывший фронтовик поступил во Фрунзенский индустриальный техникум, окончил его и продолжил учебу в Московском строительном институте. Работал инженером в Киргизгипрострое. Долгие годы Асад Гасанов возглавлял крупные строительные тресты. Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Турдакун Усубалеев в шутку называл его главным прорабом страны. Вообще много чего построили за 60 лет. Исторический музей, площадь Алато, автомобильные дороги, мосты. Всего не перечислишь. Участвовал в строительстве очень практически пол Киргизии. Это без привлечения могу сказать. Такие крупные дороги, как Ош, Кызылкия, Хайдаркан, Ляйляк, как Бишкек, Каракол, Северный, Южный берег, Рыбачи, Нарын, Туругард, Талдысу, Каркара, Ош и так далее. Ну и это дороги, а в то же время и строили гражданское строительство, очень много. Построили Министерство автотранспорта, построили такие объекты, которые с дачами, я вам говорю. Исторический музей, площадь Алатов, автодорожный техникум. Практически все крупные объекты, автодороги республики, аэропорт Манас, площадь Алато, исторический музей, восточные и западные автовокзалы и другие объекты построены под руководством Асада Гасанова. Последняя стройка была самая крупная, которую я возглавлял, это был аэропорт Манас. Мы ее 10 лет строили. Там, конечно, не одни, там мы были генеральные подрядчики, с нами были там и субподрядчики. Но Усубалиев лично поручил это нашему тресту. Мы ее 10 лет строили и достойно ее сделали. И аэропорт до сих пор служит по своим техническим качествам, по своим параметрам одним из лучших аэропортов в Средней Азии и позволяет все авиалайнеры принимать. Ну, вот, я за большую работу, за большие заслуги. Мне было присвоено звание «Заслуженный строитель». Я почетный гражданин города Бишкек. Я почетный гражданин республики. И награжден, конечно, союзными орденами, медалями. Я искренне рад, что многоуважаемым всеми дорожниками Асад Гасановичу 100 лет. Асад Гасанович, как гражданин Кыргызской республики, оставил неизгладимый след на земле Кыргызстана. От дорожного мастера он дошел до управляющего крупным строительным трестом. Нет таких дорог, который не строил и не принимал участие в строительстве автомобильных дорог республики, особенно на севере республики. Это Иссык-Кульской области, Нарынской области и Тарасской области. Вот благодаря своего трудолюбия, знания, организаторской способности он все этапы дорожного строительства прошел. Он и проектировщик, он и изыскатель, он и строитель. И дошел до управляющего трестом. Это одного из крупнейших строительных трестов нашей республики. Он не только строил автомобильные дороги, он строил полную инфраструктуру автомобильных дорог. Это автовокзалы, это как во Фрунзе, северный, западный, восточный. И во всех областных центрах автовокзалы строил. Он строил и объекты автотехобслуживания. Это АвтоВАЗа, который и сегодня существует. И строил он Кыргыз автотехобслуживания объекты. Ну и бесспорно, конечно, и аэропорт строил. Он строительство организовал. Это сейчас музей, исторический музей. И так далее, и так далее. Все это, которые он строил объекты, можно целый день перечислять. Ну и как человек очень высокообразованный,
высококультурный, эрудированный. С ним можно сидеть целый день говорить. Профессионал, как строитель, равных нету Асад Гасановичу. Я лично у него учился тоже. Его мы называем выдающийся наш Асад Гасанович. И сегодня он активность не оставил. Во всех мероприятиях Министерства транспорта он принимает участие. Асад Гасанович, очень хочется, чтобы вы прожили до 125 лет как минимум. Шагайте вперед, а мы, чтобы шли за вами. Глубоко уважаемый Асад Гасанович в нашей системе работает давно. Это примерно с начала 60-х годов. Его знают и автомобилисты, и дорожники, и дорожные строители, почти все работающие в системе транспорта. Асад Гасанович у нас человек и легенда. Он знает все о дорожном строительстве, промышленном строительстве, в автомобильном транспорте. И любому окажет помощь в решении любых вопросов. Он принимал активное участие в ликвидации бездорожья в республике. С участием Асада Гасановича министерство построено очень много дорог и мостов. Но что касается гражданского строительства, он тоже очень много строил жилые дома. Город Бишкек, вот южные ворота, вот наши дома, вот, центр госплана нашей республики. Вот. Построил вот это вот здание, что мы сидим, 6-этажное здание построил. Тут было конференц-зал, зал заседаний коллегии, внизу столовая была там на 100 мест. В 1979 году меня назначили министром. Вот. Асад Гасанович уже был управляющим трестом. Первый секретарь ЦК Компартии Киргизу Субалев давал поручение строить подземные пешеходные переходы. Вот строили по улице Советской и Чуйский проспект. Великолепно сейчас вот стоит так, с 4 выходами. Человек легенда, он не отказал ни малому, ни большому. Некоторые говорят, слушай, это же нечего читать, книжку там искать, какие-то справочники. Обратись, Асад Гасанович, он так объяснит, что быстрее и понятнее. Дай Бог ему здоровья, счастливой старости, так сказать. И пусть он продолжает такую добрую жизнь, как до сегодняшнего дня провел. Гасанов также строил многие жилые дома и нежилые помещения в столице. Южные ворота, гостиница «Достук», Кыргызско-турецкий университет имени Манаса на одноименном проспекте. Асад Гасанович, вот в это здание, которое мы сейчас видим, ваш труд тоже вложен, правда? Большой. Мы его строили практически очень ускоренными темпами, потому что намечался в нем проводить всесоюзный съезд дорожников Советского Союза. И это провели вот, удачно. Здание очень внутри удобно, красиво сделано все. И я всегда помню, главный архитектор этого проекта был такой Кутатарадзе Геннадий Платонович. Он работал главным архитектором города. Потом мы с ним работали долгие годы вместе. Я до сих пор остаюсь самым, считаю, одним из красивых зданий в Бишкеке. Это вот это здание. Вот. Что вы сегодня ощущаете, видя это здание? Ощущаю свою молодость. Ощущаю, как мы здесь день и ночь работали. Практически работали круглые сутки, чтобы ее успеть сдать к этому сроку. Я здесь почти каждый день бывал. Хотя много строю. Я обязательно домой еду, заезжал сюда всегда. Уже рядом я живу. Так что это здание для меня очень дорого. Это следы вашего труда? Да. Кавалер более 20 боевых и государственных наград, заслуженный строитель и почетный гражданин Бишкека, принимает активное участие в общественной жизни республики. Мы не только обеспечили победу Советского Союза, но и спасли полмира от фашизма. Эта победа очень ценна для меня. Мы получили это ценой наших жизней. Народу Советского Союза практически полмира был освобожден благодаря победе Советского Союза. Он нам очень дорог, остался очень дорог. Мы
ее должны помнить и нести дальше. Мы за нее очень дорого заплатили. Достаточно сказать, 27 миллионов заплачено жизнь за этот праздник. Были все вместе. Мы были единый народ. У нас был патриотизм. У нас была дружба между народами. А когда люди вместе, этот народ непобедимый. Вот поэтому мы и победили, и поэтому весь мир сегодня празднует. Все христиане знаем, как наши братья-азербайджанцы были переселены из тех краев, и как они жили не в нас в трудных условиях, но благодаря братской помощи кыргызского народа они стали неотъемлемой частью нашей страны. Он участвовал на фронтах Великой Отечественной войны. По возвращении, вот как я уже отметил выше, внес неоценимый вклад в нашу экономику, в строительство, в транспорт. И тогда вот о нем было много добрых слов, я тогда знал его. А сейчас я с ним не раз встречаясь, общаясь, могу отметить 2-3 его замечательных качества человеческих. Во-первых, он человек очень умный, у него ум очень ясный, несмотря на то, что он много переживал, но тем не менее его ум по сей день отличается ясностью и прозорливостью. Это для меня было крайне приятно и интересно. Во-вторых, он хорошо разбирается по сей день в делах не только в нашей республике, но и за рубежом. Он, естественно, как азербайджанец, интересуется своей исторической родиной, отслеживает ситуацию как здесь, так и там, хочет пожелать успехов как Кыргызстану, так и Азербайджану. Я думаю, это нормальное чувство. Я, например, всегда приветствую людей, чтобы они никогда не забывали свои исторические корни. И в-третьих, он человек интернационалист, при всем том, что он уважает как наш кыргызский народ, нашу республику, так и Азербайджан. Он, тем не менее, всегда открыт для других национальностей, он очень толерантен. И вообще он человек, в полном смысле этого слова, очень благородный. Кавказцы долгожители. Я очень хотел бы, чтобы Асан Гасанович жили дальше и дольше, продолжая ту замечательную традицию кавказцев. И он был среди нас с присущими ему великолепным качеством, о котором я говорил. Я желаю им только добра. Кстати, в канун столетнего юбилея Сада Гасанова состоялось очередное заседание Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, на котором поздравили юбиляра. Поздравления. Я вспомнила, когда я вам первый раз делала, от фотографии 9 мая 1945 года. Вы когда в Берлине фотографировались, помните? Да. И сейчас, тогда был молодой, красивый, статный парень в фуражке. Не изменился сейчас? Нет, чуть-чуть только. А потом... Ага. А вчера, когда делала эту фотографию, я взяла с того мероприятия, когда было название «Карысывардың ырысывар». Помните, такое мероприятие у нас было? Я взяла вот эту фотографию оттуда. Мы такая организация, самая шикарная, самая счастливая, что у нас Карыспар. Живите долго, мы вас любим. И я лично сильно-сильно вас люблю. Сегодня в канун юбилея Асада Гасановича хотелось бы сказать самые теплые слова. Грамотный, порядочный, честный человек, который всю свою жизнь отдавал все, что у него было, передавал свой опыт, рассказывал о войне, помогал всем до единого, независимо от национальности, в вопросах оформления любых документов, любой литературы, всегда был. Наши двери находились гармония и центр азербайджанцев друг против друга. Мы всегда были вместе, помогали друг другу во всех мероприятиях. И хотел бы сказать Асаду Гасановичу, оставайся таким на долгие годы и процветания тебе в будущем столетии. Дружба, чтобы наша была крепкой, и мы любили друг друга и помогали всем. Многие годы сидели под крышей ассамблеи, да? Да. Что вы скажете о международном согласии?
Считаю, ассамблея народа Кыргызстана была очень правильно продумана и создана. Один из первых в Киргизстане, это Бектер Сакаева. Это я, например, это абсолютно говорю, как сам я думаю, так оно и было. Мы узнали друг друга ближе. Например, мы жили с Дунганом по соседству, трудовик, рядом там колхоз Шартубет, а мы их не знали. А вот здесь действительно мы знали друг друга, помогали друг другу. Это дало очень много. И укрепил дружбу. Если где-то происходили какие-нибудь недоразумения, там, конфликты на семейном, на бытовом условии, сразу выезжали все мы туда, руководители ассамблеи, общественного дела, и там все вопросы мирным путем решали. Радостный день для себя. Я хочу отметить особые отношения моих близких друзей, которые оказали и оказывают мне всегда материальную и моральную помощь. Айзалий человек действительно очень известный в нашей республике. Он занимал очень высокие посты, был заместителем прокурора области Чуйской, долгие годы был заместителем прокурора города и всегда был честен, справедливым, и поэтому заслужил особое уважение среди киргизстанцев. А 2013 года он занимается председателем общественного объединения азербайджанцев Киргизской республики Азери. И здесь он показал действительно очень достойным себе человеком, заботливым и постоянно оказывает во всех делах, во всех жизненных вопросах нашим сельчанам, за что его наши сельчане благодарят и желают ему добра, здоровья. Hürmetli Asad Hasanoğlu, ben sizi Kırgızistan'da yaşayan bütün Azerbaycanlıların, her bir Azerbaycanlının adından ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı və uğurlar arzulayıram. Асад Гасанович – это замечательный, добрый, чудесный человек. Асад Гасанович во всех отношениях является героем. Он герой труда, герой войны, герой жизни, да и герой Кыргызстана. Столетний юбилей Асада Гасановича – это дата, вот это да. Юбилей Асада Гасановича – это грандиозное событие. Не только в его жизни, в жизни его близких, родственников. Это грандиозное событие в жизни Ассамблеи народа Кыргызстана, да и в республике в целом. Его жизнь, как полноводная река, несущая преобразование своей живительной влагой и силой. Его отношение к жизни является примером для последующих поколений, так как он за долгую жизнь поставил во главу труд во имя своего народа. Асад Гасанович – трудоголик высшей пробы. Он свою жизнь посвятил своему народу, народу Кыргызстана. В 1933 году его семья попала в страшную мясорубку. Они насильно были загнаны в вагоны душегубку и отправлены в суровые края Сибири и Казахстана. Через месяц их насильно выкинули с вагонов полуживых. Многие умерли, в том числе умерли его мать, сестра и брат. Асад Гасанович всю свою жизнь посвятил труду, поэтому я его называю трудоголиком высшей пробы. В 1942 году, несмотря на все злодеяния власти, он добровольно пошел на фронт, дошел до Берлина, вернулся в 1947 году, поступил во Фрунзенский индустриальный техникум. По окончании в 1950
1950 году его сразу направили в Дорожное управление при Совете министров Кыргызской республики. В 1960 году он закончил Московский инженерно-строительный институт. Работал в должности заместителя управляющего дорожного треста, управляющим дорожного треста, начальником управления капитального строительства. В нашей республике буквально во всех крупных строительных объектах он принимал участие или возглавлял их. За свои трудовые и боевые заслуги Асад Гасанович награжден орденами, медалями и почетными грамотами. Он получил звание заслуженного строителя Кыргызской республики, звание почетного гражданина города Бишкек. Асад Гасанович, я как уже выше выразился, пример для всех, пример для последующих поколений. Он имеет авторитет и уважение буквально во всех структурах государственной власти Кыргызской республики. Ассамблея народа Кыргызстана также его любят и ценят. Он наша гордость и радость. Дай Аллах здоровья и сил нашему Аксакалу. С юбилеем, дорогой Асад Гасанович. Уважаемый Асад Гасанович, я от всей души поздравляю вас со 100-летним юбилеем, потому что вы человек слова, вы очень грамотный, очень порядочный человек, кристально чистой души. Я знаю, что вы очень активный член общественного объединения «Азери». В течение нескольких лет, работая с вами, я увидел вас, настоящего человека, большой, великой, хорошим сердцем и хорошим умом. Ваши наставления, нам придают большую энергию. Вы очень заслуженный строитель Кыргызстана. Вы под вашим руководством строились Белый дом, Эльбирс, аэропорты и все значимые здания нашей республики. И я вас от всей души еще раз поздравляю со 100-летним юбилеем. Асад Гасанович, мы вас любим, уважаем, мы гордимся вами. Я очень рад, что мне представилась возможность рассказать про Асада Гасановича. Я его считаю символом нации, настоящим аксакалом. Он друг моего отца, а я дружил с его детьми. Мы жили в одном районе, в рабочем городке, и часто очень общались. Меня всегда вдохновляло то, что он такой целеустремленный работник, работал в Министерстве транспорта, и его достижения мы все знали. Дорога в аэропорт построил, Белый дом строил, другие объекты. Конечно, и мы хотели на него походить с юности. Всегда выбираешь кого-то, кем бы ты хотел бы стать. Но, к сожалению, я строителем не стал. Асад Гасанович такой человек, о котором можно часами говорить. Но я скажу самое, то, что я знаю, в отличие от других. Он очень творческий человек. Он первый, кто написал книгу о репрессированных азербайджанцах. К сожалению, даже в Азербайджане про это не знали. К сожалению. Вот теперь я как бы благодарю Аллаха, что такая возможность мне представила знать такого человека. Я желаю ему счастья, здоровья. Если скажу долгих лет жизни, он уже долго прожил, но чтобы долго еще с нами был, нас радовал. Вот. Я желаю, чтобы он всегда радовался своими с детьми, внуками, с общением, с советом. Так что, Асад Гасанович, вам большое спасибо. Храни вас Аллах. Такир Кулиевич Кулиев, которым мы долгие годы работали вместе в Министерстве транспорта и дорог. Когда начали мы строить строительство
совхоз Кыргызстана в Ярославской области. Это был труднейший объект. Там надо было организовать работу транспорта, строителей. И именно было получено министерством этот вопрос организовать работу транспорта именно Тахир Кулиевич. И он это с честью выполнил. И за что получил благодарность от руководства Ярославской области. Он заслуженность работы транспорта, он награжден орденом медали «Данг», он почетный работник транспорта и так далее. Знакомы очень давно. Наши родители были вместе высланы в Кыргызстан. Не в Кыргызстан, вообще в Северный Казахстан поначалу. И вот оттуда наше знакомство. Ну, в те годы меня не было, конечно. Потом отец мне рассказывал про родителей Асад Гасановича. Наши люди жили, они жили в селекционном. 4-е отделение сахкомбината. Это село Сокулук, там рядом. И вот наши родственники тоже там жили, и мы туда часто с родителями ездили. И наши родители общались. Ну, а впоследствии судьба нас свела уже по совместной работе. Я работал в 6-й грузовой автотранспортном предприятии. Асад Гасанович был замуправляющий Чуйского производственного автодорожного треста. И так вот мы начали совместную, ну, в смысле, работали в одной системе. Меня избрали директором большого транспортного предприятия АТП номер 6 города Бишкек, который обслуживал только дорожные организации. Это был чистый самосвальный парк, но здесь мы соприкасались ежедневно, потому что Асад Гасанович строил дороги, мы обеспечивали транспортом. Это такие гиганты стройки, как аэропорт Манас, водохранилища, потом объездные дороги. Север республики построены вот силами вот этого треста и грузовой автобазы номер 6. И вот Асад Гасанович – это незаурядная личность. Это аксакал в полном смысле этого слова, потому что человек прожил век, не потерял честь, не потерял достоинства. Он, для меня это большой авторитет. И сейчас Асад Гасанович в строю. Он со дня основания культурного центра диаспоры азербайджанцев, он в правлении находится. И все время пешком приходит на работу и находится всегда на месте. И все, кому нужны его советы или какие-то вопросы, он на месте всегда это решает. Я желаю Асад Гасановичу еще долгих лет жизни. Он нужен народу, он не только азербайджанскому, всему народу Кыргызстану он нужен. Я хочу отметить особенно еще в этот день Сабиль Валеховича Мамедова. Этот человек работал в сфере Министерства торговли. Занимал высокий пост, был заместителем начальника объединения продовольственных товаров. И он занял такую большую должность, высокий пост, всегда с сельчанам нашим, вот в Сокулуке. Они все по трудные моменты, когда были проблемы с продуктами, делали какие-то события, свадьбы, были там несчастья, поминки, всегда приезжали к нему, и он всем оказывал безразлично, независимо от его ранга, помощь. В 1953 году мы построили дом, село сейчас Первомайское, Соколовского района, а раньше назывался КОС, Киргизская опытно-селекционная станция. Через полгода, через дорогу, Асад Гасанович, еще будущим молодым, приехал туда и купил дом через дорогу для своих родителей.
Тогда мне было 12 лет. С тех времен только слышу о нем, о хороших его поступках. О нем только хорошее можно говорить и пожелать ему долгих лет жизни. Пусть живет долго и радует, потому что всю жизнь лично для меня он был бы как бы маяком. Я гордился, что вот азербайджанец вот занимает такой пост. Все к нему хорошо относятся. Я думаю, для человека это самое главное. А все остальное, все знаете, приходит и уходит. А вот это остается на века. Я знаю очень хорошо его братьев. Я и дружил. Это Гасанов Музафар, это Гасанов Сафар, с которым мы в школу ходили, учились. Вся семья и все они хорошо учились, и работоспособные, трудолюбивые, уважаемые люди вышли. Всем им тоже я желаю здоровья, счастья, им и ихним детям. Аллах саламат эласин, Аллах хаммусын хошбахт эласин. Савышсынар, оны окшасынар. Вот этот для меня такой драгоценный день, юбилей. Я еще хочу отметить особые отношения, особую заботу, особое внимание к моей персоне со стороны султана Закировича. Я желаю ему, чтобы он тоже, как и я, прожил 100 лет и радовал всех своих родственников своим здоровьем, своим долголетием. И чтобы я дожил до того, что я мог поздравить его столетием. От имени общественного объединения азербайджанцев, проживающих в Кыргызстане, Азери, сказать несколько слов об Асаде Гасановиче. Этот человек – легенда. До сих пор он в строю, работает с нами, помогает молодежи, участвует во всех активной жизни диаспоре. И я хочу ему пожелать с особой признательностью, благодарностью. Этот человек прошел всю войну, рисковал жизнью для нашего будущего, для Отечества. И я ему хочу пожелать, чтобы его окружало всегда крепкое здоровье, красивое здоровье, чтобы его окружали прекрасные люди, которых он хочет видеть рядом с тобой. У него очень много, его знает весь город, друзей. И мы благодарны ему за все, что он сделал и для республики, и для диаспоры, проживающих азербайджанцев в Кыргызстане. Он отвечает за военно-патриотическую работу в Совете ветеранов Ленинского района Бишкека, проводит уроки мужества для школьников, рассказывает им и показывает на стендах, развешанных в коридоре Совета, историю Великой Отечественной войны. А молодому поколению прежде всего должно быть, я считаю, честность, порядочность и уважение к своей стране, патриотизм, уважение к старшим, своим традициям, обычаям. И это, я считаю, самое главное. Если мы будем соблюдать все свои традиции, обычаи, законы свои, то это даст возможность нам построить хорошую, цветущую страну. Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный строитель Кыргызстана Асад Гасанов рассказал о встречах с великим лидером Азербайджана. Асад Гасанов неоднократно встречался с покойным президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым и в Баку, и в Бишкеке к тысячелетию празднования эпоса Манас. На одной из своих встреч Гейдар Алиев пригласил его на высокий пост в Азербайджане, однако Асад Гасанов, который выбрал себе второй родиной Кыргызстан, не оставил здесь свою работу, своих родственников, дороги и здания, которые он возводил. Когда он приезжал, тысячелетие Манас в 1995 году. Так что у меня с ним были встречи, такие понимания.
Он меня всегда расспрашивал, как, что, в общем. Есть у меня вот газета «Рабочий Баку», бакинский рабочий, есть там фотографии, как мы с ним беседуем. Ну, фото, наверное, ты видел, там фото есть много, где мы с ним фотографировались там. Асад Гасанов также кратко рассказал о своей семье. У нас вообще семья вся инженерная. Жена у меня тоже инженер, она кончила текстильный институт. Работала долгие годы главным инженером фабрики «Ильбирс», это крупный предприятие, директором работала. Работала главным художником, бодибилдером Министерства легкой промышленности. Работала последние годы старшим референтом Совета министров Киргизской ССР. Была депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 1956 года. Она в 4 сразу была депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Вот. 2 сына у меня. Один, значит, живет здесь, Гасанов Александр Асадович, он тоже инженер-строитель. Второй сын живет сейчас в Краснодаре, он тоже инженер-строитель. Ну, каждому человеку, сыну приятно говорить о своем отце. Я, конечно, не исключение. По воле Всевышнего землю украшают растения и цветы. Но и человек тоже может украшать землю, если он относится к ней как к своему дому. Ну, строители, а мой отец строитель, они должны относиться к месту, где они работают, именно с таким отношением. И как будто строить себе дом, а не строить всю местность. Вот я хотел бы коротко сказать краткую характеристику своего отца. Это человек, украшающий землю. Ну и я то же самое, тоже инженер-строитель, также по стопам отца пошел, тоже много строили. Ну, конечно, не так, как отец. Ну, 10-я часть немножко захватил все-таки. Ну и, естественно, отцу желаю еще большего долголетия. И чтобы он для людей, как он и сейчас, продолжал свою деятельность. Мой любимый внук Сережа, живут они в Краснодаре, родился он, конечно, в Фрунзе. Все равно Киргизия является для него столицей родиной. И он каждый год приезжает проведать дедушку и побывать, подышать фрунзенским воздухом. Вот он сейчас тоже приехал к столице поздравить дедушку. Для меня дедушка – это образец для подражания, это пример нескончаемого мужества, нескончаемой честности, трудолюбия, эталон. На него я равняюсь как на своего героя. Я не бросаюсь какими-то громкими словами, это действительно так. То чувство, когда я приземляюсь на киргизскую землю и вижу аэропорт Манас, и знаю, что этот аэропорт построил мой дед. Это уникальное чувство, не каждому человеку дано в жизни пережить это. Своему дедушке я желаю большого здоровья, долгих лет жизни. И самое главное, хочется оправдать его пожелания. Каждый раз, когда мы с ним видимся или разговариваем по телефону, он дает самое главное пожелание. Берегите честь. Это пожелание можно дать многим людям. Берегите свою честь. Честь своей семьи, честь своих предков. Ну, что сказать. И о брате только можно так. Он для нас, для всех был вторым отцом. Мы все в горе, в радости, в любом каком-нибудь непонятном движении в жизни, а всегда обращались к нему. Он давал советы, и мы старались их выполнить, потому что мы знали, плохого он никогда не посоветует. Я, например, очень детское воспоминание. Помню, как он пришел с фронта. Я был малышом, но детское воспоминание. Во дворе жили в бараке мы. Во дворе зашел дядя, солдат. А я же не знал, я родился, когда он уже на фронте был. Вот. И так и осталось всю жизнь. Всю жизнь он над нами шефствует. Мы идем к нему с советами, с разговорами. Как обычно в семье. Это наш второй отец.
дай Бог ему здоровья. Живите сколько вам хочется. Вы наша гордость, вы наш Аксакал, Сизбеем Иисус. Дай Бог вам здоровья. Мы гордимся, что среди нас в обществе есть такие люди, находятся, как вы. Желаем, что ваше сердце билось дальше, больше и дольше. С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья вам, счастья! Geçilmez yollardayan, yollardayan gitme.